Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем цикл наших передач касательно истории Великой Отечественной войны. И сегодня мы с вами поговорим о истреблении евреев как в нашей стране, так и за рубежом. Слово предоставляю Михаилу Львовичу Ягуде. Добрый день, товарищи! Мы продолжаем наше обсуждение в рамках консервативного аналитического клуба. И я хочу осветить один аспект, который равно извращается тремя античеловеческими, скажем так, идеологическими сообществами. Сионистами, ну, соответственно, нацистами, наследниками нацистской идеологии и, ну, мировым, так сказать, жидоедством и, соответственно, жидоморами русскоязычного мира. Что, скажем, человек, который имеет какое-то частичное биологическое происхождение от евреев, там, по деду, прадеду, соседу, он вот чем-то в корне отличается от других людей. Скажем, если у кого-то там был дед словак, или прадед венгр, или даже бабка казашка, от слова казахи в Казахстане, ну, ничем он вроде не отличается от людей, у которых не было такого деда или прабабки. В отношении частично еврейского происхождения, значит, нацисты имели паранойю в отношении чистоты немецкой расы. Сионисты, естественно, заинтересованы в максимальной мобилизации людей в свое государство. Мы сейчас видим для чего. И поэтому, соответственно, все, кто мечтает эмигрировать куда-то из тех стран, где им реально совсем нехорошо, как в Эфиопии по жизни, или хорошо, а хотят еще лучше, как в союзном государстве, или там, где вообще мама не горюй, как Украина, понятно, значит, активно занимаются поисками деда-соседа, и все они называются на сионистском жаргоне репатриантами, что, конечно, является по фактологии полным бредом, да, почему, скажем, житель Украины или Казахстана, у которого там был дед или сосед якобы еврей, вообще он, приезжая на землю, святую землю Палестины, значит, он иммигрант, как в любой стране. Теперь понятно, что особенно вот эта белогвардейская поросль, неистребимая, которая снова бурным цветом возбухала в годы катастройки, после нее, значит, тоже, собственно, повторяют старый нарратив, созданный в Соединенных Штатах еще на излете Первой мировой войны про жидобольшевиков, ну и, соответственно, поиски реальных и мнимых, ну, в 95% случаев мнимых, соответственно, людей еврейского происхождения среди тех или иных, кто им не нравится. Теперь нас очень интересует извращение вот этого момента в контексте, собственно, того, что мы разрабатываем в нашей аналитической работе во время нацистской оккупации Великой Отечественной войны. Значит, сионистский миф гласит, что все, кто имели хоть какое-то частичное еврейское происхождение, они подлежали истреблению в глазах нацистов. Ну, это, понимаю, это касалось именно нашей территории или нет? Да, да, собственно, как бы вы очень верно заметили, что это действительно была ситуация на наших советских землях, на землях, которые так цивилизационно-географически, скажем, к востоку от Буга. И, в общем-то, немцы были не прочь истреблять людей просто за здорово живешь, но должен быть какой-то порядок, какой-то орден. Поэтому тот, кто имеет частичное происхождение от евреев, конечно, тоже прекрасный кандидат присоединяться к тем, кого не будет. И вот интересные тут есть свидетельства, немножко зачитаю, да, во время истребления в одном из
белорусских местечек с большим еврейским населением. Скажем, если была женщина замужем за евреем, значит, единственным способом спасти ребенка было доказать, что он не от мужа еврея. Немцы требовали подписи 20 свидетелей. Ну, понятно, люди ходили подписывать, да. Комсомольца берлинского, ну, соответственно, еврея. Жена была русская и 2 детей. Девочка лет 7, вылитая мать. Мальчик лет 6, похожий на отца. Подписи собирались, что дети не от него. И полицаи бросали подписи в лицо. В конечном счете мальчика забрали, девочку нет. Девочка была похожа на мать. Одну из 2 дочерей еврея Бориса Чемоданова, ну, который, очевидно, был в Красной Армии, так осталась мать с детьми, признал своей полицейский Агеев. И одну из дочерей он сказал, что это дочка от него. Ну, как-то, как выглядело оно, так сказать, чисто физически правдоподобнее. О том, что у Татьяны Немкиной муж еврей, знали все. Я просила у полицая Гомолка спасти моих детей. Говорил, о чем дети виноваты. Гомолка ответил, нет, на развод мы жидов не оставляем. Всех надо уничтожить, вас в том числе. Ну, как бы это был доморощенный нацист, возможно, польского происхождения. И мы знаем, что нацистская агентура, естественно, в западных районах СССР была очень развита перед войной, разветвлена. И сколько могли их выкручивали, но очень многие прямо встречали немцев, надевали даже там заготовленную какую-то форму несоветскую или старой польской армии, всякое такое. Ну, насколько я помню, воспоминания местных жителей местечка Долгинова, когда ушла Красная Армия, местные жители устроили праздник, как освобождение от коммунистического ига, Да. и немцы встречались с хлебом и солью. Ну вот Именно поляки. Вот польский поселок Едвабно, и, собственно, там даже до вступления, только с уходом Красной Армии было истреблено еврейское население. Ну, так вот. Так вот они решили. Ну, понятно, большое натхнение было вот агентуре Вера, которая... Вот, у Аньки Баранова один ребенок был от русского, один от еврея. Когда его забирали, она сказала, нет, кто их рожал? Я рожала. Они умрут, и я с ними. Забрали и расстреляли всех 3. С другой стороны, в Рейхе было введено понятие мишлингов. Мишлинг – это продукт смеси. Мишлинг первого поколения, мишлинг второго поколения. Про третье поколение даже не говорили вообще. То есть кто-то, у кого был еврей один из родителей, как правило, отец, и кто-то, у кого был в предыдущем поколении, кто-то из дедов был еврей. Эти люди не могли занимать определенные должности, их не принимали в СС, они не могли быть гауляйтерами НСДАП, конечно. В отношении того, могли ли быть рядовыми членами, оно колебалось с места на место. Ну и даже вот последние десятилетия был издан в Германии интереснейший труд исторический, документальный, о том, что 150 тысяч мишлингов первого и второго поколения служили в вермахте, прошли через вермахт в годы войны, в тех или других функциях. Что, естественно, дает необычайный смак жидоедам, жидоморам, юдофобам. Не люблю слово антисемиты, слишком оно какое-то такое кабинетное. Вот, русскоязычного мира говорит, что вот это евреи, которые воевали за Гитлера. Да нет, Гитлер был параноик, не был нормальный человек. Нацистский режим не был нормальным режимом. Да? За кайзера воевало реальных стопроцентных евреев, 100 тысяч в немецкой армии, никто там мишлингов не считал, никто не считал людей, изменивших вероисповедание, их детей вообще за кого-то другого, кроме немцев. Но 100 тысяч конкретных людей иудейского народа воевали в рамках немецкой армии, кайзеровской, да, как граждане Германии. И только паранойя нацистов привела к тому, что они выкинули людей еврейского происхождения полного из числа своих граждан. Или истребили, или кто-то из них успел уехать. Но тот,
ком уже текла немецкая кровь, это было принципиально. Они уже вовсе не подлежали уничтожению. Рассказывал мне один еврей, украинский еврей, родом из Донбасса. Был молодой парень, и там в Южной России, в Новороссии, даже уже не обрезали мальчиков, которые родились при советской власти. У нас на наших землях обрезаны были все. Еще и в 50-е годы обрезали в провинции до начала 60-х. И вот он был не обрезанный. Он прекрасно говорил по-украински, и он просто сказал, что он украинец. Ну, просто среди обычных украинцев, так. И в качестве украинца он был вывезен на работу в Германию. И вот на заводе, где они работали, он видит, всех сажают по 4 человека за столик. Ну, каждому дают порцию, там, суп, каша, там, какой-то экзац мяса, это индивидуальная порция. Но кое-что, компот, хлеб, там, какая-то там овощушка нарезанная, ставят одну на столик. И вот он видит, что на одном столике сидит один человек. И ему ставят немецкий орденунг. И овощушку нарезанную, и хлеб, и компот, как на 4 человек. Он, понятно, сразу же подсел туда. И немцы говорят, не садись там, это галбюде. Ну, он немножко идиш знал этот, он прекрасно как бы понял, что такое галбюде, да? Значит, и он говорит, объясняет, значит, немцу, ну, я же не немец, мне можно с ним сидеть за одним столиком. То есть мы видим, что если и галбюде, и мать, и вообще брат этого галбюда, другого отца, подлежали истреблению на землях к востоку от Буга, то в самом рейхе вполне, так сказать, тот рабочий или техник сидел паном один за столиком, но в рамках нацистской паранойи все демонстрировали свое фе, и они с ним рядом не садились, поэтому он хлебу и компоту валивал за 4. А когда там объявился украинский еврей, то уже пришлось ему с ним поделиться. То есть мы видим, что дихотомия на самом деле происходила не между кем-то, у кого какое-то еврейское происхождение, просто вот абстрактно в этом мире. Наоборот, дихотомия была между высшей расой и между расами низшими. А среди низших рас уже был установлен какой-то порядок истребления, кого в каком порядке. И да, конечно, была сущностная ненависть нацистов к людям иудейского народа, проистекала она с духовной антихристианской сущности нацизма. И на эту тему на Рутубе надо смотреть нашу серию «Истоки сущностной ненависти нацистов Ну, к иудаизму». в этом отношении хотел бы еще небольшую ремарку сделать. Я, когда изучал документы разведки, документы агентурной работы, как нашей, так и немецкой, то, в принципе, в донесениях очень часто, не очень часто, но несколько раз упоминалось о том, что с Варшавы сюда, на территорию Беларуси, иногда закидывали евреев в качестве разведчиков немецких. То есть там была школа разведки в Варшаве, довольно солидного, много людей готовила эта школа. И вот большинство евреев заброшено в партизанские отряды органами СД и именно готовились в Варшаве. Кроме того, было 4 школы на территории Беларуси, где готовили, опять же, разведчиков из числа евреев в том числе. И вот мне как-то довелось читать документы, подробные документы о том, как разоблачили. Ну, Брейтман Петренко. Да, Брейтман, но это мы уже рассказали да, в другом Петренко, месте. да. Это, Следите за каналом. Да. И я хочу тут важный момент подчеркнуть снова, так сказать, трезвой здравомыслящей аналитики. То есть какой-то ареал мистики и чепухи вокруг людей еврейского происхождения, которые создают вот эти 3 категории, да? Нацисты, сионисты и жидоеды и жидоморы разномастные, размаитые. Так, это все полный бред, да? Да, нацисты обрекли на истребление всех людей, которые родились евреями, реально родились евреями в полном еврейском происхождении. Обрекли их на смерть.
и в рейхе, и не в рейхе. Соответственно, среди людей, обреченных на смерть, ты можешь что угодно набрать и как угодно ими манипулировать. Потому что люди хотят жить, и немного из тех, кто говорит, коммунисты не сдаются и умирает с улыбкой на лице. А если человеку предлагают самую гнусную историю, чтобы спастись, а дальше уже действует стокгольмский синдром, дальше действует синдром, присущий всем людям, как мост через реку Кавай, кто знаком с этим делом, да, как английский военнопленный руководит постройкой моста в Бирме, оккупированной японцами. И когда уже, наконец, британские части штурмуют этот мост, он погибает на стороне японцев. Он не убегает к британцам, он защищает этот мост. И понятно, что также немало людей еврейского происхождения, безусловно, могли выполнять такие функции и выполняли. И понятно, что нацисты, которые отличались великолепным пониманием этнопсихологии, ведь не случайно мы говорим, единая Европа стала под знамена Гитлера, но это не так просто. Немцы знали, как подкатить каждому, независимо от того, что они думали о нем там, в душе и наяву. К итальянцам, к румынам, к полякам на оккупированной территории, как натравить литовцев на поляков, поляков на литовцев, белорусов на тех и других на белорусов, особенно на территории Украины. И поэтому понятно, что они максимально задействовали ресурс среди этих самых истребляемых евреев, как набрать людей, которые будут, собственно, способствовать целям нацистов. Ну, кстати, опять же хочу немножко ремарку сделать на этот счет. И в архиве есть письмо какого-то минского чиновника, то есть не то что минского, но заезжего чиновника немецкого, который писал Кубе письмо. И вот что он пишет? Вот на территории гетто есть захоронение вот этих гамбургских евреев. То есть тех евреев, которые привозили из стран Центральной Европы, в том числе из Германии. И вот он пишет, по-моему, 20 человек. Захоронение было на кладбище, вот этом еврейском кладбище, которое там за Немигой, их похоронили. И вот этот чиновник Кубы пишет, ну это непорядок немецких евреев хоронить вместе с местными евреями. Меня вот этот момент удивил, что вроде бы евреи, но этот отличие делал. То есть нацистская паранойя, она действительно была невиданной в истории человечества, и будем надеяться, что никогда не повторится. То есть они в полном серьезе, значит, они верили вот в реальность высшей немецкой расы, и, так сказать, даже те, кого они уже реально обрекли на истребление, те, кто имели полностью еврейское происхождение и были за это убиты, но их надо вот похоронить отдельно, так как они причастились тем, что и кровавый бандит Кубы, кстати, вот я сегодня видел на канале Губаза, на каком-то с экстремистских ресурсов, сейчас, значит, вот заголовок. Так кем же был Куба? Добрым управленцем или, значит, оккупантом? И почему он не хотел палить белорусские вёски? Ну, совсем не хотел, да, нашли того самого человека, который это совсем не хотел. Я не знаю, как там освещают, но мое мнение, за один такой вопрос... Да, да. Надо... Ну, там в комментариях мы не будем сейчас перечислять все, что надо за этот вопрос, но тут центральный момент какой? Значит, он был известен тем, что, встречая на улицах гетто, улицы гетто это не бульвары межвоенного Берлина, улицы гетто это грязь, это кровь, это искалеченные люди, это голод, это ужас. И вот, значит, видя своих соотечественников, говорящих по-немецки, которые носили награды Первой мировой войны кайзеровской армии, да, он с ними мог поручкаться за ручку. Вот как. И типа он отдавал таким образом честь немецкой армии, немецкому военному ордену. Это, естественно, не спасло от истребления тех, кто щеголял с этими орденами, так? Вот. Но для них, да, Германия была Фатерланд, и Фатерланд заботился о них и после преступного убиения.
чтобы их похоронили отдельно в нашей святой белорусской земле, а не с остальными жителями этой земли. И вот именно представляя себе вот эту нацистскую паранойю о превосходстве какой-то, значит, там мифической этой арийской, тевтонской там расы, выраженной в немцах, мы должны понимать, насколько любые российские бредни являются преступными, не имеют ничего общего ни с какой реальностью. В том числе вычисление какого-то деда или бабки у какого-то персонажа, если вдруг думают, что он был еврей. Обычно профессиональные, так сказать, профессиональные жидоеды-любители, да, для них любая немецкая фамилия, она звучит как еврейская, ну, в меру своего, так сказать, полного невежества. И вот один, значит, из имеющихся в союзном государстве таковых, значит, в одном из своих жидоедских роликов, в лучшем духе американцы говорят, любой юдофоб произносит фразу «Some of my best friends are Jews». Некоторые из моих лепших сябров это евреи. Он говорит, я вот очень люблю поэта Блока. Блок был вообще русский дворянин, и кто-то там у него немец затесался, там, да, фамилия Блок. Но он его уже определил. Значит, видя нацистскую кровавую паранойю, надо понимать, насколько это паранойя выискивания какого-то частичного происхождения, мнимого, как правило, тех или других людей. Довелось мне видеть в жидоедских публикациях, что Ландсбергис – это еврейский клан. Литовцы с немецкой фамилией, клан Ландсбергис Жемкелис, уже определены в еврейский клан. Надо помнить, что это все после Второй мировой войны, это вживую перекликается с нацизмом. И недопустимо вдвойне и втройне, чем до Второй мировой войны. Ну, надеюсь, мы ответили, разобрали вопрос. Дополнили тему, как говорит Да. один популярный телеведущий. Ну, на этом до свидания, до новых встреч в следующих передачах.